Итоги развития Канашского района на уходящий 2017 год и перспективные планы, намеченные на 2018. Делает в эфире Канашской студии телевидения глава администрации Владимир Николаевич Степанов. В беседе участвуют представители СМИ Канашского района. Владимир Николаевич, текущий 2017 год для Канашского района он был знаковым. 90 лет мы отметили нашего района. И вашими глазами, скажите, пожалуйста, какой он был для жителей Канашского района? Нам от плановых показателей не удалось достичь. Это в плане реализации, во-первых, земельных участков. Именно экономический кризис не дал нам в полной мере реализовать земельные участки, передать земли в аренду в экономическом плане. Но несмотря на это, мы все свои бюджетные обязательства выполняем, год закрываем достойно по всем позициям. Ряд объектов, которые мы ввели в эксплуатацию, инвестпроекты по строительству инфраструктуры в районе. Также с размахом отметили в преддверии Дня Победы открытие монумента в деревне Сиделево с установкой реактивной системы залпового огня «Град-1» с участием обширной делегации Российской Федерации, наследники Победы, даже были гости из-за рубежа. В принципе, год прошел насыщенный. Я считаю, команда администрации поработала плодотворно, и в основном все поставленные задачи были достигнуты. Владимир Николаевич, у нас в каждом населенном пункте есть люди, которые немало сделали для Родины, для поднятия экономической мощи страны и нашего Канашского района. Скажите, пожалуйста, вот сегодня кем гордится наш район Канашский? Кто навечно вошел в его историю? И те выдающиеся представители нашего района, которые прославили наш район, они навечно занесены в историю. Два выходца с Канашского района являются героями Советского Союза. Это генерал-майор Петров Антон Петрович, выходец с Чекасинского сельского поселения. И второй герой – это Иванов Анатолий Александрович, уроженец деревни Высоковка. Мы имеем 4 героя социалистического труда и 1 герой Российской Федерации – это наш земляк, уроженец деревни Янгольчи Гаврилов Николай Федорович. Хочется перечислить наших героев социалистического труда. Это Валентина Дмитриевна Дмитриева, деревня Осква, Мария Зиновьева, уроженка деревни Новоурюмова, Алексей Григорьевич Григорьев, уроженец села Шабылги, и Семен Герасимович Иванов, уроженец села Шакулу. В районе создан стенд замечательных людей. Он выставлялся во время проведения Агадуя. Мы постарались разместить на этом стенде всех достойных людей. У нас 13 человек носят звание «Почетный гражданин Канашского района». В этом году этого почетного звания были удостоены 3 человека. Это Вагис Тимишинович Ямалиев, хирург Канашской центральной районной больницы, который в год делает порядка 1000 операций. Это Суранов Илья Кузьмич, бессменный руководитель птицефабрики «Канашская». И Артемьев Юрий Михайлович. Это известный литературный критик и писатель. Буквально на этой неделе мы открыли памятную доску в деревне Бурданова на родине нашего земляка, великого художника Анатолия Ивановича Метова. Ему было исполнилось 85 лет в этом году. Это достойный художник, картины которого висят и в Третьяковской галерее, и в лучших выставочных залах мира. Также спортивных достижений хочется отметить Алену Тимофееву, которая стала призером чемпионата мира среди кадеток по вольной борьбе. Она заняла достойное 2-е место в составе сборной России на данном высочайшем спортивном соревновании. Владимир Николаевич, год был непростым, а каким был этот год для земледельцев? Как я уже отметил, лето было дождливым, но тем не менее успехи есть. Более 18 тысяч гектаров было обработано и засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами. Это 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собран урожай в сумме 39 300 тонн. Показатели наилучшие это у нас показывают
ООО «Канмаш», АСК «Канаш». Если брать фермеров, это Протасов, КФК Лукьянов, КФК Петров. Перед нашими земледельцами стоит задача, чтобы приложить все усилия по увеличению, во-первых, урожайности и, во-вторых, качества производимого зерна. Если в сравнении по республике вносится на 1 гектар в действующем веществе более 30 килограммов, в Канашском районе всего лишь 15. При наших агротехнологиях мы отстаем по получению качества и урожайности. Сегодня ведущие хозяйства республики получают 50, а некоторые даже до 60 центнеров с гектаров. Это норма в наших климатических условиях. Также хочется обратиться, пользуясь случаем, сельхозтоваропроизводителям, то, что даже в советские времена каждый колхоз имел сушилки. Это лето нам показало, что без сушилок мы не сможем реализовать свою продукцию. По этому году у нас действующих только 6 сушилок на весь район. Это явно недостаточно. 7-ю мы вводим ООО «Пионер», который войдет в эксплуатацию уже по следующему году. Тоже крупная сушилка, это на 30 тонн в час. А какова у нас обстановка по залежным землям и удается ли реализовывать те планы, которые были намечены в 2016 году? В этом направлении идет плановая работа. Если на 1 января 2017 года 9281 гектар у нас являлись пустующими землями, залежными. По этому году мы ввели в оборот 3556 гектаров. Остается 4900 гектаров. К сожалению, многие облеснены, то есть заросли лесом, уже более 10 лет они не обрабатывались, имеются свои сложности. Но тем не менее задача поставлена Министерством сельского хозяйства, Кабинетом министров Чувашской республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым. Эти земли должны быть введены в оборот, и они должны работать и приносить доход нашему народу. Где земли многоконтурные и овражные, значит, есть смысл перевести эти земли в иные категории, в том числе в пастбище. Я думаю, насущный вопрос для жителей Канашского района – это вопрос по молоку. Скажите, пожалуйста, удается ли сдерживать цены на этот продукт? Именно на сегодняшнюю дату это больной вопрос. Цены именно на населенческое молоко ниже, чем в прошлом году, разнятся от 5 до 3 рублей. Буквально недавно мы проводили на днях совещание в Доме правительства с участием министра, вице-премьера Артамонова Сергея Геннадьевича, с участием Юрия Горча, руководителя администрации главы вице-премьера. Ситуация сложная. Несмотря на дефицит молока в Российской Федерации, поступает на крупные перерабатывающие молочные заводы сухое молоко с Белоруссии себестоимостью по цене порядка 115 рублей за килограмм. К сожалению, населенческое молоко обладает более низким качеством, но тем не менее 70, как было озвучено, 70% от общего количества молока надаивается именно в ЛПХ и является определенным источником доходов. Поэтому здесь мы ведем контроль с молокосборщиками, чтобы цена не варьировалась на территории района, была сопоставима на территории района. И второй момент, у жителей Канашского района есть небольшой плюс, это использовать тоже географическое положение, это город Канаш, который потребляет в день до 3 тонн молока в сутки. Ряд предпринимателей, которые реализуют с рынков жителям города в виде переработанного уже продукта, средняя реализационная цена порядка 50 рублей за литр. Поэтому надо искать выходы по реализации, если есть такая возможность, воспользоваться, открыть крестьянское фермерское хозяйство, тем более оно поддерживается на уровне республики грантами. Мы тоже, ряд жителей Канашского района участвовали в данной программе, удостоенные данных грантов, открыли собственное дело и продолжают развиваться. В то же время при снижении цен на молоко надо отметить, что цены на зерно тоже снижены. То есть себестоимость молока в какой-то мере она тоже ниже.
В 2017 году как у нас развивалась общественная инфраструктура, в том числе и дорожная, которая так необходима сельским жителям? Дорожный фонд Канашского района на данную дату составляет свыше 53 миллионов. Мы ввели объекты с переходным типом покрытия. Это 6 новых улиц, 6 объектов. Кроме этого идут ремонтные работы на районных дорогах. Большой процент несоответствия районных дорог предъявляемым требованиям. Поэтому дороги построены в далекие советские времена, стареют. Часть трубных переходов становится аварийными. В этом году мы завершили 2 трубных перехода. Это в селе Вутабусе на дороге Аниш, Вутабусе, Новые Берженеры. А также трубный переход Янгольчи-Татмаши. Что касается других проектов, федеральной программы «Сельский дом культуры», 3 сельских клуба мы отремонтировали, 1 модернизировали. Данная работа будет продолжена и в 2018 году. По программе устойчивого развития сельских территорий 8 семей улучшили свои жилищные условия. По программе жилища улучшили 6 семей. 1 многодетная семья улучшила жилищные условия. Также 1 участник Великой Отечественной войны и 1 участник чернобыльских событий. А также 5 детей-сирот, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, также справят новоселье в текущем 2017 году. Напоминаем, что на вопросы журналистов отвечал глава администрации Канашского района Владимир Николаевич Степанов. Благодарим его за участие. А всех телезрителей поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством. Всего доброго!